Добрый вечер. Сегодня 6 июня, понедельник, 830-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Исмаила Мустафаева, задержанного накануне в селе Красный Мак по обвинению в причастности к незаконной вырубке леса, отпустили под подписку о невыезде. В воскресенье в его доме провели обыск, после чего Мустафаева задержали. Поводом для обыска стало дело 2012 года. В то время Мустафаев работал лесником, и якобы на его участке незаконно вырубали деревья. Дело закрыли в том же 2012 году. Задержан в 7 утра, в 7:30 начался обыск, завершился в 9 часов. Задержан Мустафаев Исмаил Серверович, 62-го года рождения. Задержали под предлогом того, что якобы там была незаконная вырубка леса. Где-то было давно-давно, в 2012 году. Дело было открыто, оно уже закрыто, и вроде бы все прям. И тем более это не его участок был леса, он лесник в прошлом. Приехали много людей. Машина ОМОНа КамАЗ, потом еще эти «Газели» и прочее. В общем, около 30 получается человек. Маски, автоматы, как обычно, обыск, искали какую-то литературу. Почитать его пытаются, обычный человек там ходит по пятницам на нас. 3 бензопилы, описали там, не знаю, там хозяйство его. Пока вот все, что взяли. Литературы, понятно, никакой не было такой. Быть не могло, он как бы не относится никаким ни группам. Было жестко, они запрещали говорить в доме на своем языке, на крымстарском. Непонятно были команды, то лечь, то там сесть, по-всякому. Ну, наручники не одевали, но как бы там ни было, все это было достаточно грубо и некорректно. Завтра в Крыму будут судить крымских татар. В 10 часов в Судакском городском оккупационном суде продолжится рассмотрение дел Аблякима Аблякимова, Сейт Мамута Сейтумерова, Энвера Чауша и Алима Мусляддинова. В этом году, 18 мая, они проехались по городу с крымско-татарскими флагами. Их обвиняют в несанкционированном митинге. Также завтра в 14:00 в Киевском районном суде оккупированного Симферополя начнется судебное заседание о продлении ареста Муслиму Алиеву, Энверу Бекирову, Вадиму Сируку и Эмир Усиину Куку. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России партии Хизбут Тахрир. 11 и 12 февраля российские силовики провели ряд обысков и задержаний в домах крымских татар. Тогда задержали 14 человек, 4 из них арестовали. Крымские полицейские задержали депутата Алуштинского оккупационного горсовета за организацию несанкционированного митинга. Павел Степанченко организовал сбор граждан против застройки набережной. Полицейские обвинили его в нарушении российского законодательства. Во время разгона полусотни алуштинцев были задержаны 3 человека. Это Леонид Литвинчук, Руслан Маренков и сам депутат. Мне сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что митинг запрещен, при этом не предоставили мне документов. Но, тем не менее, не будем с ними ругаться, пускай послушают нашу встречу, да, может быть, тоже примут правильное решение, что милиция с народом, полиция. Получается, вы совершаете нарушение 54-го федерального закона о собрании общественных митингов. Вы превышаете свои полномочия. Я вам разъясняю ваше... Не надо мне разъяснять. А люди хотят общаться. Дайте народу сказать, чего вы боитесь-то. Пожалуйста, я прошу вас пройти со мной. Я никуда не пойду с вами. Угомонитесь вы, кто идет? Я никуда не хочу. Бери свою руку. Отойдите. Все в сторону. Идите. Вы не имеете права. Отойдите в сторону. Безобразие. Смотрите, сами. Незаконно, ни за что. Все на камере есть. Незаконно и ни за что. Что это безобразие? Парень, что вы творили? Девочки, давайте все напишем на Что, мне начинают угрожать и бить меня? Мне по ноге мне бьет ногами своими. Телефон забрал, бьет ногами меня. Как же вам не стыдно? А как же вам не стыдно? Вы что творите? А? Милиция называется, вместо того, чтобы людям помогать. Вы что творите? Вы что не видите, что на набережной творится, а? Стражи города. Да, они же деньги. Вы что, вы не видите, что на набережной творится? К нам никто не хочет ехать. У вас совести нет. Давай.
что человек вызван в городдел для Правильно, ну, а встреча с депутатом, это можно избегал. На данный момент всех троих задержанных отпустили. В 2014 году Павел Степанченко состоял в дружине по обороне Крыма, а также был первым секретарем Алуштинского городского комитета Коммунистической партии Украины. В интернете появились отрывки его выступлений в 2014 году на российских телеканалах. Повалили на пол, стали меня ногами как бы вбивать под сиденье. Вот несколько раз ударили по левой ноге. Значит, ударили по яйцам один раз. Значит, затем привезли сюда. Не давали мне позвонить адвокату. Значит, через 3 часа мне удалось связаться с присутствующим на данном мероприятии. Они позвонили адвокату, адвокат приехал. Значит, он меня проконсультировал. Значит, затем следующее было нарушение. Меня удерживали более 3 часов. Меня удерживали 7 часов. Значит, мне удалось позвонить в дежурную часть 102, сообщить о том, что меня удерживают более 3 часов. Значит, ну и не прошло 10 минут, прибегает один из руководителей данного отдела с криками: как вы допустили, что у него в кармане есть телефон. На мой комментарий: а где мой телефон, должен быть в вашем кармане. Он говорит: ты мне здесь еще поговори. Всячески угрожали мне влепить 318 статья Уголовного кодекса и так далее. Всю меня одежду разорвали. Вот я сейчас покажу, что произошло. Вот, ну, вот новый пиджак был, ну суть не в этом. Вот что от пиджака осталось. Вот джинсы порвали, здесь кое-как ремень слепил, чтобы штаны не спали. Вот, в общем, так. Есть кровоподтеки на спине. Главная цель — это недопущение, да, вот правого сектора на нашу землю крымскую. И вот они с дубинами, с оружием даже, а вы как организуете? Нет, мы пошли законным путем правовым, мы, значит, с милицией совместно, 1 милиционер, 4 дружинника, да, и таких патрулей несколько по городу, и мы круглые сутки, значит, да, ездим на автомобилях и, значит, ходим, да, и патрулируем, чтобы не было... Я знаю, вы даже свой автомобиль отдали в эти дружины. Знали то, что за наше, скажем так, за нами стоит Россия, большое государство, которое не даст в обиду русских, потому что русские не имеют права, значит, бросать русских. И сейчас Россия показала то, что мы едины. Вы поймите, правильно, крымчан, нам идти уже дальше некуда. Дальше Крыма — это море. Нам надо спасаться от той вакханалии и вандализма, который засел в Киеве. Цель, которую мы перед собой ставили, это обеспечение порядка, да, чтобы те события, которые мы видели в Киеве, что творят эти сатанисты, да, бьют, убивают, чтобы, скажем так, эти события не перекинулись на Крым, да. В Судаке оштрафовали на 5000 рублей за виноградные листья. Хозяйки пошли в ближайший виноградник, чтобы собрать листья для крымско-татарских голубцов, сарма. Собрали немного, но получили штраф от оккупационной администрации, потому что якобы нанесли непоправимый вред совхозу. Об этом случае написала в Facebook политолог Ленора Дюльбер. Она провела аналогию между советским законом о 3 колосках и ситуацией с виноградными листьями. В Киеве помолились за детей, жертв агрессии и военных конфликтов. Под аркой дружбы народов собрались представители Сирии, Палестины и Украины. Для совместной молитвы украинские мусульмане пришли семьями. Помолиться за детей, пострадавших от конфликтов, собрались мусульмане Киева. Исмаил Кади на молебен пришел вместе с детьми. Рассказывает про силу Всевышнего мира на земле. В День защиты детей хотелось бы вспоминать детей по всему миру, помолиться, читать дуа за них и просим у Всевышнего, чтобы мир и согласие царились на всей земле. И, конечно же, прежде всего, чтобы мир и процветание было на Украине, и чтобы наши мусульмане в Крыму и повсюду жили в мире и спокойствии. Поэтому мы считаем как долг перед ним, перед детьми, читать молитву и дуа за них. И дай Аллах, чтобы наши дуа были приняты. Ежегодно во время конфликтов по всему миру страдают и гибнут сотни ни в чем невинных детей. Муфти Саид Исмагилов считает, что в первую очередь это вина взрослых.
Наша молитва і наше нагадування для дорослих, в першу чергу для дорослих, що через їхні гріхи та помилки страждають невинні маленькі люди, що не можуть захистити самі себе. Вони гинуть, вони залишаються без батьків, без своїх домів. І ця проблема, вона мусить торкатися кожного відповідального дорослого. За последние 2 года число маленьких украинцев, пострадавших от агрессии России, растет с каждым днем. У кого-то отцов забирает война на востоке Украины, а кого-то лишает отцов оккупационная власть Крыма. В Крыму, на нашей родине, также страдают дети. Остаются без отцов, которых похищают, которых теряют. И все это делает Россия. Россия, которая оккупировала нашу родную землю. В этом году Международный день невинных детей, жертв агрессии, прошел накануне Рамадана, месяца добра и сострадания. Исмаил Газиев, Эдем Сеттаров, Заман, АТР. В Киеве накануне Дня журналиста корреспонденты, которые работают в зоне боевых действий, награждали военных медалью «За доверие». Достойных определяли путем голосования. Это те бойцы, которые не только помогали в съемках сюжетов, но и не раз спасали журналистам жизни. Детали в сюжете. Никого, ничего не заделал. Ми шукали спосіб, як подякувати людям, які так багато для нас зробили, завдяки яким ми живі і завдяки яким ми могли робити свою роботу. Награду за доверие придумали и выпустили сами корреспонденты, которые работают на войне. Это нагрудный знак с изображением трезуба, стилизированного под перо с изображением лавровых веток и государственного флага. Обратная сторона медали – символическое рукопожатие, как символ сотрудничества между журналистами и военными. В нижней части надпись «За доверие». Ведь именно на доверии базируется отношение между бойцами на передовой и корреспондентами. Ми маємо довіряти військовим, що вони нам дійсно кажуть правду. Військові мають довіряти нам, що ми не покажемо зайвого в плані для ворога. Далі за систематичну, підкреслюю, систематичну співпрацю з пресою. Тому що допомагати, а не заважати – це вже багато. Тому що знаючи, як там складно працюється, знаючи, як складно взагалі кудись проїхати, ось ця допомога, вона дуже важлива. Тому що без неї ми не змогли б, мабуть, показувати правду про цю війну. Вірю нашим українським військовим і сподіваюся, що не забудуть про Крим. Так, Крим наш! Среди награжденных и крымчанин Юрий Головашенко. Его часть была в Перевальном Симферопольского района. Он один из тех, кто во время аннексии Крыма отказался сдавать оружие оккупантам и остался верен Украине. После оккупации переехал с семьей на материк и пошел воевать на восток. Возглавлял бригаду в Гранитном. Рассказывает, журналистами выработал свою методику. Все слушались. Все нормально, все слушались. Как сказал, так и делали. Я их встречал километров за 15 от того места, где я находился. Пересаживал в свою машину и привозил. Инструктаж, все нормально, все работало. Очень, во-первых, приятно, потому что все-таки это первая наша награда. Да, за наградой не гонимся. Очень приятно, что помнят. Очень приятно все-таки, что оценили труд. Вспомнили и тех, кого уже нет в живых. Награды получили родственники. Я дуже вам вдячна. Спасибі вам за цю нагороду. Для нас це дуже важливо. І для мене, і для мого сина, який буде знати свого тата тільки завдяки вам. Тільки тому, що ви його не забуваєте. Дякую вам. Медалью наградили около 50 бойцов, героев сюжетом непосредственно на передовой, командиров, которые способствовали освещению российско-украинской войны, военных медиков, которые спасали бойцов и помогали получить максимально точную информацию о потерях, рядовых бойцов, которые, рискуя своей жизнью, охраняли работу корреспондентов. Наталья Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР. Коррупция – это специальная тема 4-го конкурса «Стоп цензуре. Граждане за свободные страны». Свои работы, а это текст, плакаты, стихи и лозунги, прислали более 500 украинских и зарубежных авторов. 20 плакатов сегодня представили на станции метро «Золотые ворота». Организаторы приурочили выставку ко Дню журналистики, считая, что коррупция и цензура – это взаимосвязанные явления, к тому же по-прежнему актуальные.
Под гул эскалатора и за турникетом в холле станции метро «Золотые ворота» открылась выставка плакатов о коррупции. В администрации метрополитена считают, что это хороший повод продемонстрировать свою открытость. Для нас це можливість такої активної співпраці з журналістами, повна відкритість. Нам хочеться, щоб більше людей, оскільки ми можемо охопити як метрополітен велику аудиторію, бачили, дивилися, думали над цим явищем в нашому суспільстві. І ми всі разом робили все можливе, аби воно просто зникло. Однако экспозиция в первые часы не очень заинтересовала пассажиров. Я спішу. Здесь 20 работ, присланных на 4-й конкурс «Стоп-цензуре. Граждане за свободные страны». Крокодил заглатывает деньги, ремень коррупции сковывает будущее, пила подготовлена для распила бюджета. Художники попытались показать, как выглядит коррупция. Простым языком плаката объяснить, что это очень опасное явление. Это Виталий Янковый, тоже активный участник наших конкурсов, очень талантливый молодой иллюстратор. И, собственно, он показывает в своей работе, что коррупция, она подобна злокачественному образованию, она просто не дает функционировать организму нормально. То есть мозг, пораженный коррупцией, обречен. Есть на выставке и постоянные авторы, и те, кто впервые откликнулся на призыв организаторов. Богдан Давидюк – это наш впервые участвующий автор, талантливый иллюстратор. Это, собственно, работа такой круговой поруки. К сожалению, бытовой коррупции. Самих авторов на выставке не было, многие участвуют анонимно. Плакаты, стихи, лозунги присылали на сайт «Стоп-цензуре». Организаторы отобрали более 500 работ. У нас есть премодерация, потому что у нас никакой нет цензуры, но работы не должны нарушать действующее законодательство Украины. То есть есть работа с ненормативной лексикой, это не всем нравится, это раздражает, мы, естественно, не используем в публичном пространстве. Впереди работа жюри. Это и профессиональные художники, и активисты из общественных инициатив. Соучредитель Крымсос Алим Алиев еще не успел познакомиться со всеми работами, но знает, что есть и присланные из Крыма на крымско-татарском языке. Сейчас в Крыму, когда тотально нарушаются, в том числе, права журналистов, когда свобода слова ограничивается и, мы можем говорить, что запрещается на полуострове, то вот такие проекты важны, как построение таких мостов между оккупированными территориями и неоккупированными территориями. В течение недели жюри предстоит оценить работы. Выставка же продлится месяц. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Детский конкурс чтецов «Кобелек», посвященный выдающемуся крымскому просветителю Исмаилу Гаспринскому, прошел уже во второй раз. Его цель – воспитание чувства патриотизма, приобщение к истории и культуре своей родины. В этом году организаторами конкурса выступила продакшн-студия «Карадинос Продакшн». Сабайықтан атқанда дуа өте анам. Мен де дуа сөздерін теккалап, явашчықтан айтам. Раббим, Танырым, ешіт мені. Бақыңыз, не қадар güzel әлем, бейнекле Кобелек, қызым ләле. Нужно начинать все с детей, обучение крымско-татарскому языку. Поэтому вот такими конкурсами детскими, особенно вот дошкольного возраста, мы стараемся простимулировать как и детей, так и родителей, чтобы они осознавали важность именно обучения и погружения детей вот в нашу среду, что дети очень легко адаптируются к языку, им это нравится. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.